Удары, давление, защита и скорость передвижения. Здесь все как в реальном бою, а иногда даже и тяжелее. Для Исы Чаниева в качестве спарринг-партнеров четвертьфиналисты Олимпийских игр Гайбатулла Гаджиалиев из Дагестана и Батыр Ахмедов из Крыма. Эти ребята точно не дадут расслабиться. На это и рассчитывает тренерский штаб. Ведь к поединку с филиппинцем Хуаном Мартином Элорде надо подойти в оптимальной форме. Я рад, что у меня есть такие спарринг-партнеры. И я многому учу сейчас. Я сам готовлю много сюрпризов для своего оппонента. И я надеюсь, что получится очень красивый, зрелищный бой. Я надеюсь, что я возьму эти титулы и порадую всех своих болельщиков главу Республики Ингушетии Хусейна Бузартанова. Это пока что то, что сидит у меня внутри, то, что я хочу показать. Кстати, Гайбатулла Гаджиалиев из Дагестана узнал о предстоящем турнире из интернета и тут же связался со своим менеджером. Теперь и он в числе героев ринга. На профессиональном уровне Гайбатулла одержал 4 победы. Ингушетия, Дагестан – это братские народы. И надеюсь, что вся Ингушетия будет болеть за меня, поддерживать. Жду теплого приема. Вы так как рассказывали, что воспринимать очень тепло. Спарринг – это почти 70% подготовки к боям, так как если мы будем здесь щадить себя, так не подойдем в форме, на пиковой форме к боям, не надо щадить себя здесь. За рингом мы все друзья, братья, сидим за одним столом, кушаем кусок хлеба, а в ринге уже бьемся на все силы. Спарринги позволяют боксеру оценить свои реальные силы, применить на практике то, чему учился на тренировках. А для тренера это возможность со стороны отметить недостатки бойца. Подсказки наставника дают результат. Заслуженный тренер России Башир Евлой воспитал несколько поколений именитых спортсменов, в их числе и чемпион Европы, участник Олимпийских игр Ислам Тимурзиев. Вот и эти ребята в свое время пришли к нему в зал совсем юными, а теперь доросли до чемпионских поединков. Кто как не он знает возможности ингушских боксеров. Для Исмаила Илиева главное в спаррингах не победа, а учебный процесс. Точно попадать и мало пропускать. Он с раннего детства меня не то что бокс учил, он меня и к жизни учил, много вещей много мне дал он, вот, помимо бокса. И постоянно вот, присутствие его для меня очень важно. В бою может случиться все что угодно, хотя может быть соперник там, или постоянно бегающий, второй номер, или постоянно поджимающий, или там корявый такой, своеобразный стиль бывает. Особенно это бывает в стиле мексиканцев. Мексиканцы вообще неудобный стиль бывает, они бьют там под разными углами. И поэтому вот мы стараемся на тренировках как можно с разными спарринг-партнерами боксировать, работать. Представитель Малгобекской школы бокса Магомед Булгучев в ходе тренировочного процесса узнал, что его оппонент Никита Мирошниченко снялся с боя по семейным обстоятельствам. Теперь Магомеду, который сменил весовую категорию, подбирают нового соперника. Вот сейчас я чувствую лучше, чем раньше. Раньше у меня сил не хватало вообще. Сейчас силы есть, удар есть, выносливость даже лучше, чем раньше. Сейчас проблем нет, я думаю. У кого-то удар сильнее и кто-то взрывные удары у кого-то. Кто-то техничный, кто-то лучше двигается хорошо. Но все эффективны, все хорошие спарринг-партнеры. Самый юный участник вечера бокса Игорь Адлейба из Абхазии. Бой в Ингушетии станет для спортсмена только вторым в профессиональной карьере. У меня спарринг-партнеры, именно с кем я боксирую, все ребята очень высшего класса. Мне тяжело, что с Исой боксировать, что с Гайдабулой. Они очень титулованные спортсмены. Я очень стараюсь не уступать, но они очень хорошие, что в физике, что в скорости, что в выносливости, что в классе бокса, они идеальные. Я на них расту просто. Я боксирую, беру пример с них и стараюсь тоже вырасти именно в боксе. Впереди у ребят не менее тяжелое испытание – процесс гонки веса. Хусен Гагиев, Ахмед Парчиев, Новости 24.